Всем большой привет! Мы опять на реке, и сегодня я не с Ромкой, а сегодня я с Валеркой. Всем привет! Давным-давно, где-то в 18-19 году на канале Ютуба, тогда еще Коми Рыбак, Валерка светился раз 5, наверное, в роликах, да? Было такое. Мы ловили также и проверяли палки, и были на рыбалке. Теперь давненько он уже не был в гостях, живет в столице нашей республики, работает. Берем выпуски. Такая вот мы приехали на нашу Печору. Ветер не стихает уже неделю. Вот светит солнышко, и температура так себе, около 8 градусов мороза. В общем, пока палки мы не трогаем, потому что я на 98% уверен, что они пустые. Те, которые на мальков. Те, которые с червями, продольники, может быть, что-то есть, но мы это глянем потом. В первую очередь, в общем, мы бурим старые лунки, если они сильно не замерзли. И будем ловить на удочку. Ёрш, сик, язь. Что поймаем, то поймаем. Но будем пробовать. Погнали. Валерка уже готов к бою. Ледобур 1, ледобур 2 ручной и ледобур 3 с шуриком, который взял в Альперисе на пробу. Попробуем, понравится, оставим, не понравится, сдадим. Кто говорит, они хорошие, кто говорит, они плохие, посмотрим. По крайней мере, у Димы такой шурик работал на ура. Купил точно такой же. Сейчас посмотрим, как повезло мне. Ну, погнали буриться. Так, ну что, пробурены первые лунки. Закинул прикормку, опять же кашку. И на ту лунку, где в прошлый раз с Ромкой у нас были поклевки. Ну, как мы видим, сегодня жесткие условия. Снег и ветер заметают сразу лунку, так что рыбалка на 2 удочки не представляется возможным, даже и речи не может быть. Будем пробовать на 1 удочку чисто. По 2-3 заброса на каждую луночку. И пойдем буриться дальше. Если рыба есть, если она хочет есть, она клюнет. Ну а если нет, одну из двух. Или ее нет, или она не хочет есть. Вон. Леска аж парусом выгибается. Южный ветер, но он очень холодный. Где-то минус 8, минус 10 градусов, и с таким ветром не камильфо, скажем так, немножечко. Даже немножечко не камильфо. Так, первый заброс у нас поклевки не увидел. У тебя, Валер, тоже тяжелая мормышка, да? Ну, хоть проще будет шугу пробивать. С легкой мормышкой, с таким ветром вообще невозможно рыбачить. Ну, бац-бац пока не последовало. Но поставил кашку пшенную. Может быть, кто-нибудь да подойдет. Посмотрим. До первой поклевки. Полчаса рыбалки, ни одной поклевки. И просто выдувает насквозь. Даже попасть мормышкой в лунку и то сложно. Во-первых, заметает лунку сразу. Во-вторых, плавно отпускать не приходится. Вон, ветер не дает. Порывы такие, что сносит даже тяжелые мормышки. Надо вот так вот кидать. С дури. Капитально замело вообще. Не знаю, что это принесет. Или холод, или тепло. Но что-то такая чуйка у меня появилась, что сегодня рыбалки не получится у нас.
Хотя, опять же, есть правило, что рыбаку плохо, может быть рыбе хорошо. Так что подождем. Так, ну что, рыбалки на Печоре у нас не получилось. Поклевок мы так и не увидели. В общем, ветер такой, что, ну, некомфортно сказать. В общем, решили приехать на озеро. Окунь это, конечно, не хариус и не сиг, но если он будет ловиться, главное, получим удовольствие, верно? Душу отведем. Хоть, да, для души порыбачить. Ну как, на последний лед мы здесь окуня ловили. На этом озере только окунь и больше ничего. Как мы видим по следам, кроме лосей, на этом озере пока никого не было. На первый лед здесь народу бывает немало. На последний лед, как правило, мы с Григорьевичем только приходим. Ну, не знаю, посмотрим. Дай бог, что-нибудь да увидим. Пошли курить. Если не поймаем, так хоть кислороду запустим немножко. Так, пробурено первые 5 лунок. Пока я бурил, Валерка уже закинул. Че, долбит? А что ты, мормышка опарыш, да? Да. Мормышка опарыш, я попробую на блесну. Блесна у Мишки Пантелея, вот удочка тоже его. Коми рыбак, видишь, на удочке прямо написано коми рыбак. Не хухры-мухры. Огромное спасибо Михаилу Пантелей за такую удочку, за такие прекрасные блесна. Солнечные очки только здесь нужно, да? Слепит капитально от снега. Снег белоснежный, солнце лупит. Все равно здесь ветра меньше, чем на реке, да? Конечно, гораздо. Сразу комфортненько так стало. Там сносит аж, блин. Тут кругом лес, тайга, таежное озеро. Не знаю почему, но кроме окуня здесь никого нет. Только окунь. Хотя говорил с человеком, он говорит, кидали здесь сети. И типа попались крупные караси. Но не знаю. Пока сам не увижу, не поверю. Окуня здесь предостаточно. Помирать он не помирает, потому что на последний лед кидали камеру. Очень много мелкого окуня, вот такого, конечно. Но крупные с ладошку и покрупнее есть. Трофейного окуня здесь нету. Во, Валера уже тащит. Опа! Нормальный, да? Хороший. Нормально клюнул сразу, да? Да. Я смотрю, у тебя фрикцион сработал. Ну вот с ладошку, что, такие нормальные ведь? Вот такой вот Энцикаден. Он такой горбач. Вот, первый окунь уже есть. Так что, если мормышка сработала, будем надеяться, что блесна тоже сработает. Сколько? Минут 5, не больше, да? И первая поклевка уже последовала. Это радует. Дай бог, что-нибудь да хоть здесь подергаем. Если Печора нас не хочет угощать белой рыбкой, будем ловить серую рыбку, озерную. Оп, у меня тоже поклевка была на блесенку. Голая блесна, без ничего. Не успел опустить, он малыш. Мелкий, да? Да. Ну смотри сам куда, можешь лунку обратно кидать. Оп. Таких здесь очень много мелких. Я обычно, ну видишь, сейчас минус, они замерзнут на льду. Я обычно, когда плюсовая температура, собираю в кучу, потом скидываю в лунку. Кто-то ловит их собаки, кто-то говорит, наоборот, надо типа мелочь вылавливать, чтобы кормовой базы хватало, ну, для крупного окуня. Кто как говорит. Мне, в принципе, ладно бы собаке было нечего кушать. У меня собаки кушать там всего хватает пока.
Так что можно и обойтись и без мелкого окуня. Смотри, 2 раза тюкнуло и все, больше не хочет пока. Значит, не такой активный. О, а у тебя есть поклевки, да, на мормышку? Да, мелкий. О, удар был. Второго мелкого Валера поймал. Спортивная рыбалка, да, здравствует, да? Будем выбирать, получается. Много-много мелочи. Мы тогда вот прошлый год поймали 2 ведра. Грубо говоря, ведро крупного вот окуня, ведро мелочи. Но это получается поштучно в раза 4 где-то больше. Мелочь. Да, поштучно. Короче, каждый 5-й крупный, по идее, должен. Ну да, по идее так. Но иногда бывает 3-4 подряд крупного попадает. Это при том, что я еще очень много мелкого отпускал. Если брали все, там пару ведер можно было мелочи накидать. Опа, есть. Что-нибудь, что-то, вот у меня тоже мелкий. Вот такой вот мелкий, клюнул на блесенку. Такого тоже отпускаем. Будем брать только крупного сегодня. Тюкает. Это уже хорошо. На блесну интересно вообще ловить, если он берет. Может, прикормки кинуть тут? Нет? Кашку? А для окуня это бесполезно, наверное. Ну, все равно что-нибудь да подойдет, может. Что, думаешь, окунь кашку не любит? Ради прикола одну рюмку, говорю, одну лунку прикормить. Подвесить ее сантиметров 15 одна. Будет запах. Где у нас самая? Да, любую вот эту закину. Ну, это красавец первый, да? Ладно, закидываю прикормку и пойду сверлить. Потому что здесь тоже надо, как на лесной речке, искать этого крупного окуня. Сильно больно он не гуляет, а если искать, то можно будет найти. Все, прикормку кину на всякий случай. Хуже не будет точно. И пойдем бурить и искать крупного окуня. Что, таких средненьких берем тоже, да, Валер? Пока берем, пока не раскроем крупный. Ну, этот мелковатый. Окуни везде. Он кинул прикормку. Там поймал пару окушков мелких. Потом следующая лунка, вообще ни одной поклевки не было. Через одну вот опять уже вторая поклевка у меня. Но мелкий, пока крупного нету. Но берет блесну вроде бы как нормально. Если кто есть. В общем, как всегда, надо искать его. Вот он есть, здесь стоит, допустим. Какой мелкий, крупный. Может быть, тоже нехватка кислорода, потому что ни одной лунки за всю зиму не было. Сейчас мы набурим все озеро, насытим воду кислородом. И я так думаю, на следующей рыбалке рыба уже будет активнее. Здесь только был один. Ладно, посмотрим еще пятую пробуренную лунку и пойдем буриться дальше. Озеро большое. За целый день даже шуруповертом не перебуришь. Так что фронт работы есть. Буквально по 10 забросов, не больше. Здесь даже чутка поглубже, что ли. Нет. Нормально.
Раз. Оп, 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 бляха. Ни хрена. Удочку аж с рук вырвало, блин. От неожиданности, блин. Ну ты меня напугал, блин. Двумя пальчиками удочку держал. Он выдернул удочку с рук, блин. Все. Я говорю, также я замечал, отпустишь и все, перестает почему-то клевать. Я их так в кучку собирал, мелочевку эту, штук десяток, потом скидывал лунку, если крупного нет. Оп, нет. Есть еще поклевочка. Еще меньше. Вот такого мелкого окуня здесь можно хоть ведро за день надергать. Вот такая вот блюсинка. Типа двойничка, по центру колечко и такая вот бусинка. Хамелеон, квадрат, шестигранный кубик, короче. И снизу граненый алмаз, скажем так. Такого здесь точно местные окуня еще не видели. Вон, долбит. Мы занимаемся спортивной рыбалкой. Нет, если бы туману не было ничего жрать, я бы, конечно, собирал бы эту мелочевку собаки, но сейчас стоят на балконе, запасы еще есть. Так что, опа, мелочевку отпускаем обратно. Ловится уже интересно, да? Не то, что на Печоре там глушняк полный, блин. На Печоре бы так ёрш ловился, я бы с удовольствием подергал, блин. Удочка вот такая. В общем, держишь только, получается, двумя пальцами. Если что-то крупное ударит и слабо держать, то можешь спокойно вырвать с рук. Оп. Есть поклевка. Ну-ка, если так вот потихонечку блесенку пошевелить. Бьют, походу, по самой блесне, промазывают. Вот, оп, оп, вот это уже что-то покрупнее. Вот это уже что-то, блин, застряла. Собака серая застряла. Собака серая застряла. Веточка нужна, веточка. Облет зацепился. А и окунь-то неплохой шел, блин. У нас там никакой ветки нет, да? Блин, хороший окунь попался, тянул и не дотянул. Там я к берегу провалюсь без снегохода. Попробую этой веткой, если получится. Поздно мы с тобой поняли. Так. О, ушел окунь. Один хороший был, и тот ушел, блин. Так. Начинаем взрывать озеро. И прежде чем дальше курить, давайте посмотрим подводный мир этого прекрасного озера. Куда? Так, давайте первым делом посмотрим, что у нас творится рядом с прикормкой. Блин, ветер и здесь дует.
На Печоре бы вообще снесло, да? Так, включаем. Не знаю, что-то увидим, не увидим. Потому что когда солнце, экран бликует, вот наша кормушка. И ничегошеньки я больше здесь не вижу. Вообще ничего. Видел только кормушку и больше ничего. Так что много мы не посмотрим. Ага, вот так вот немножко видно. Бликует. Прикрой, прикрой, да, вот так вот, как ты прикрывал. Солнце ниже, вот так вот. Вот эту щель, вот эту щель. О. Так. Нифига не видно. Ну-ка, подсветку, если включить. Непонятно. О. Включили подсветку. У дно. Он тогда на пол воды стоял, этот окунь. Здесь рыбы нет. Я говорю, стоять на одном месте тут точно смысла нет. Надо ходить по лункам. Там одного, там два. Потому что окунь не гуляет. Его только можно найти. Так что выключаем. И пока выключаемся. Так, ну что, новые пробуренные лунки. И пошли новые поклевочки. Правда, крупного окуня нет. Штучки 3-4 уже выпустил мелкого. И берет не очень, я так скажу. Вот дно. На дне вообще хуже. Помню, что он где-то вот так вот в прошлые года плавал в толще воды, где-то полметра примерно, метр от дна. А так вот немножко приподнял, и поклевочки пошли. Но он весь мелкий почему-то. Крупного нет. Сейчас вот эти две луночки еще проверю. Потом пришла в голову идея. У меня вольфрамовая черная мормышка есть. Цилиндрик, скошенный цилиндрик. Типа гвозди шарика, там что-то такое вот. С блестящим золотым шариком. О, поклевка была. Оп, есть. Так, ну что, ну этого можно взять уже. Этот более-менее. Этого берем. А первый, который Валера поймал, самый крупный. Такого больше у нас не было. Вот один был только вот когда зацепился об лед, сошел. Вот, есть поклевка. Самое главное — сход. Долго не сидеть на одной лунке, не вижу смысла вообще. Вот поклюет чего, только перестало, нечего там больше высиживать. Вот, блин, опять сход. Об лед цепляется. Крючок двойной, потому что с одной стороны, с другой. И опа, сразу ударил. На спуске прямо. Мелочевка кинулся.
за жабры. Все-таки, наверное, попробую я этим гвоздишариком. Без мотылка, с шариком золотым, черная. Как она правильно? Столбик, столбик, да. Со срезом. Покупал новую мормышку. Оп, все хотел попробовать. О, она хоть цепляться об лед не будет. Этот мелковат. Окуня здесь очень много, но он почему-то вот не растет. Оп, вот это удар. Вот это удар. Ну, видите, вот цепляется второй крюк. Тоже мелковат. Вот такая вот у нас сегодня спортивная рыбалочка. Ну, куда его? Заморозить брикетами собаки смысл. Собаки, рыба есть еще пока. Кота у меня нету, так что зачем губить рыбу, если она такая мелкая не нужна. Пусть живет, пусть растет. Опа. Вот так вот. Для живцов, ну, в принципе, можно. А, точно. Точно. Сейчас я ведерочко наберу воды. Несколько мелких окушков поймаю для живцов. Точно, точно, точно. Попробуем поставить на живцов, на окушков мелких. Хотя говорят, на ливне ловится, но попробовать можно. Точно, точно. Так и сделаем сейчас. Сейчас пока сюда в сторону кинем. Надеюсь, замерзнуть не успеют. Ведерочка у нас есть. Наберем водички и для живчиков немножко соберем. Штук 20 хотя бы. Поклевки одна за другой. Вот это какой-то зеленоватый окунь. Желтоватый, зеленоватый. Цветами даже разные они здесь. А? Оп. Ну, скажу вам, друзья, интересно, все равно интересно. Хотя бы интересно то, что есть поклевки. Сейчас немножко штук 20-30 мелочи накидаем. В ведро закину в тюрьму. Может, потом весной пригодятся. Бывает такое, что на тех... Здесь щуки нет на этом озере. Смысла нет даже жерлицы ставить. Хотя, опять же, никто не пробовал. Но никто еще не ловил щуку. Никто еще блесну не обрывал. Как народ говорит. И в сетку щука не попадает. И на удочку никто не ловил. Потому что связи с Печорой, с этим озером нету. Как сюда попал окунь, хрен его знает, но здесь кроме окуня никто не живет. А на тех озерах, где есть щука, бывает и такое, что не всегда ловится живец, окушки. Так что запас небольшой сейчас сделаем живцов.
Ну вот это, хрен поймет, живец, живец. Пойдет для живца. И наберем немножечко живцов. От этого озера не обеднеет. Этого окуня здесь миллионы. В камеру смотрели, прошлый год видно было. Местами его нет, местами просто стеной стоит. Вот мы походу попали на эту стену. Вот. Вот это чуть покрупнее походу. О, видите? Цепляется. Нет. Чуть-чуть, если только. И второй крючок цепляется. Попробуем вот этот гвоздишарик. Че, Валер, клюет? Мелочь иногда поклевывает. Иногда мелочь. Ну как-то вот так. Пока ничего не меняется, одно и то же. Думаю, смысла показывать нет. Нарвемся на крупных. Покажем, как это происходит. Вот. Пока вот получаем удовольствие от таких поклевок. Мелкого окуня. Окунь ловится, окунь долбит. И это радует. Вот. Сейчас поставим этот столбик с шариком без мотылочку. Я думаю, хуже не будет. Там ведерочко-то мы взяли, нет? Ведро. Давай наберем воды и живчиков. Ну, соберем помельче которые. Ты наблеснулся? Да? Живчиков соберем на жерлице. Вон. Только долбит. Вот этот уже более-менее такой чуть. А таких вот мелких соберем. Я сейчас хочу на это попробовать, на безмотылку. У меня удочка есть такая, столбик с шариком без мотылочки. А жучков куда хочешь? Ведро. Нет, а поставить там? Жерлицы, ну, на озере или на реке можно, посмотрим. Хотя бы штук 20, видишь, долбит. Блеснул, да? Да, блесенка просто шариком внутри. Я сначала выпускал, а потом думаю, блин, чем мальков-то лучше вот этих, наверное, да? Да хрен его знает. Что на них? Щука туда? Ну, щука, ты так сказал сейчас, что щука это... Нет, на печоре-то. Ну, налим, говорят, не ловится на окуне. Не знаю. Мне ловился лично. Хотя сколько ершей там, считай, да? И налим не берет. Тоже хрен я знаю. Так, для живцов небольшой запас. Тюрьму закинуть весной, когда пойдем рыбачить на жерлице, уже будет... Живцы уже будут, не надо будет ловить. Ну, хорошо. Вот, о. Тяжелее. Чуть-чуть. Так. Просто ударил так резко. Ловился бухариус так на Печоре, да? Да, покрупнее бы все. Да. Сколько это озеро длиной? А все, вон конец. Да, конечно. Вон, смотри, как красиво долбит сход. Хорошо, но блесну берет, на мормышке даже не так берет. Так я говорю, ищи. Ты сюда придешь, ну вот приди сюда с мормышкой специально. То же самое будет. Ну я думаю, да. Ну приди вот специально, проверим. Подойди сюда с мормышкой. Заодно и проверим. По крайней мере, он на блесну берет изумительно просто. Красота. Размер. Были бы хотя бы вот такие, то куда еще не шло. Но вот это жерличные, вон. До дна не успевает блесна падать, уже кидается на нее.
Главное найти их. Вот нашли лунку, где-то его нет, где-то его тьма. Вот здесь, получается, стоит он стеной. Найдешь, надергаешь. О. Давай, шумовку не принес. Я Вот, Сара здесь. вот смотри, вот одного за одним выдергивал. Сейчас попробуем на мормышку. Ящик-то убери. Здесь еще глубже, что ли. Так, перешли на соседнюю лунку. И дискотека продолжается. То же самое. Ты не возле дна, а повыше где-то полметра примерно. Валяр, клюет? Поклевывает мелочь. Где-то полметра выше воды сделай. Выше дна, вернее. Говорю, как с бочки вытаскиваешь, был бы размер еще крупнее, да? Вообще красота. Первые были бы все, да? Ну, первый обнадежил так. Кстати, тоже прошлый год с Иваном Григорьевичем и Серегой приходили сюда. Первые штук 5 такие хорошенькие, крупные попали. Там же, считай. А потом что-то все хуже, хуже и хуже. Потом вот там за поворот, наверное, сейчас туда пойдем, там ветра меньше будет, да. Сейчас переедем. Там тоже крупные попадали. Надо как-то умудриться воду набрать сейчас, ведро. Ты там всю рыбу собрал? Нет еще. Как-то вот так. Окуневый день у нас сегодня. Вот такую вот луночку сделали. Набрали воды в ведро. Накидали мелких окушков. И вот продолжаем играть достанькой мелкого окуня. Кто больше окуня достанет с одной лунки? Лера на мормышку, я на блесну. Оп. Блесна, походу, лучше работает, да? Так, я же хотел без мотылку попробовать. Вот этот кума. Ладно, потом выберем, наверное, который подохнут, да? Живчики весной пригодятся. Сейчас закинем их в турму, бутылочку. И уже не надо будет ломать голову весной, когда пойдем рыбачить на жерлице. Готовеньких живцов возьмем и все. Вон. Клюють.
Надо было 20-ку взять на ведро, да? Так бы еще плотва ловилась. Плотва самый лучший живец для щуки. Это уже доказано. Ну ничего. Зато кислороду нагоним в озеро. Почему-то окунь, видать, более выносливый, чем щука. По-любому же щука, наверное, была когда-то и там задохнулась, да и все. Самый выносливый это, конечно, карась. Мне кажется, даже вся вода промерзнет, он все равно выживет в тине. В болото залезет, весной болото оттает, вылезет оттуда и будет дальше жить. Гальян озерный тоже живучий. Оп-оп-оп, вот это, походу, что-то интереснее уже. Собака серая. Вот он плавает, плавает, ушел, нашел лунку. Хорошенький был, сошел. Главное, тут пробуренная лунка, и он через эту лунку ушел туда. Один нормальный был, и тот ушел. Надо было черпачком. Знает, где дырка, блин. О, долбит. Долбоящеры. О, они по блесне, походу, бьют, блин. Так, ладно, хотел попробовать без мотылку, сейчас попробуем. Вот она у меня без мотылочка. Вот такой вот столбик черный, 3 белые полоски. И вот такой золотой шар на ней катается. Сейчас попробуем. Я так думаю, должна работать даже без опарыша. Оп, смотри как. Опа. Никак, блин. Вон, сразу взяла, даже без этого. Без опарыша. Лунка только какая-то не такая. Не до конца пробурена или что? Не пойму. Ударила сразу. Оп, работает. Работает без мотылка. И опарыш не нужен. Он заглатывает как жадно. До этого. До кишков. Так, ладно, давай поедем, наверное, на другое место. Может, там покрупнее. Собери, Валерка, рыбку куда-нибудь. А? За поворот? Да, там ветра поменьше будет и окунь крупнее, я так думаю, будет. Здесь мелочевка. Одного, считай, поймал. Ну, блин, первый самый красавец, да? Да. Сороковник, 45-очный даже. Так, ну вот, новое место. А окуни те же. Пробурил первые пробные 5 лунок. Думали, что от ветра спрячемся. Нет, ветер, оказывается, сегодня с другой стороны. Как бы стало даже его немного больше, потому что здесь озеро немного шире. Там на узком месте, наоборот, меньше ветра было, да? В начале озера. А конец озера идет с небольшим расширением. Ну, ничего страшного. Все равно не на Печоре. Там бы уже выдуло капитально. Поклевочка была, мелкого вытащил, но пока ловлю на безмотылку вот эту черную с шариком золотым. Ничего пока не подсаживаю. Мне кажется, если есть, он и так должен хапать. Точка атаки — это шарик.
Все. Один и был. Ладно, тогда мы идем к вам. Я так думаю, если попадем под нос крупному окуню, то он по-любому не откажется. Хотя кто знает, может быть, чем крупнее, тем мудрее, тем привередливее. Из-за этого и прожил так долго. А посмотрим. Пробуем лесенкой на всех уровнях. Потихонечку поднимаем. Где-то полметра от дна. И также потом тихонечко отпускаем. Оп, есть. Есть окушарик. Просто мне кажется, сейчас с подсадкой опарыша и на безмотылку еще больше мелочи будет. Вот, нет. Подошла стайка, видать. Пошли поклевки. Валера пошел обогащать кислородом озеро. Хуже точно не будет от того, что мы здесь сверлим. Рыба нам спасибо скажет, вздохнет свежего кислорода хоть. Так, положил безмотылку. Поставил, вернее, на луночку. Опа, перешел опять на блесну. И поклевки возобновились. Так что получается, блесна работает лучше, чем безмотылка. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Один окунь — это еще не результат. Это еще так, случайность. А вот если тюкнет второй, третий, четвертый, да если еще и крупненький, вот это уже будет результат. Оп, есть. Вот такой вот полосатик жерличный. Что-то начал промазывать. Тюкнет, промажет и отойдет. Оп, нет, попал. Попал полосатый шкет. Так. Ведерочка ближе принесем. Вот у нас их уж сколько штук. 20 уже есть по-любому. Штук 30 даже, наверное. Это хорошо. Запас еще никогда не мешал. Самое главное — сохранить их сейчас, довести, закинуть в бутылку с дырочками и свеженькую воду. И они будут там жить припеваючи. Припеваючи. Так, все. Ладно, пошли дальше. Валера тут взорвал часть озера. Поищем. Кто ищет, тот всегда найдет. Так, ну что, дискотека продолжается. Опять нашли лунку. Полную окуней. Просто полную. И
Кидаем одного за одним. Пополняем, так сказать, запас живцов на щучью рыбалку на жерлице. В идеале, конечно, плотва, но окунь тоже неплохой живец. Просто бывает иногда, не всегда он ловится. Надо пользоваться моментом. Этой мелочи здесь миллионы. Может быть, кто-то и прав, конечно, что если не вылавливать мелкого, он такой и останется. Ну, не знаю. Расти-то, конечно, он, наверное, и растет. Откуда же, ведь крупный вырастает. Но почему-то крупного или меньше, или он хуже берет. Одно из двух. Но прошлый год он брал лучше. Но прошлый год и апрель был. Уже последний лед, считай. Мы уже второй год закрываем на этом озере зимний рыболовный сезон. В этом году приехали чуть пораньше. С разведкой, с проверкой. И, как оказалось, окунь ловится, только мелковат. Оп, вот это, наверное, чуть получше уже. Чуть-чуть, ну да. Это уже не живец. Это уже можно сюда закинуть. Этот уже с ладошку. Ну и не горбач. Оп. Горбатый. А теперь вот был горбатый. Сошел по зубам, прошелся. Оп. А теперь горбатый. Давай, 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 давай. Если подойдет стайка крупного, то 3-4 можно поймать. Ну, хотя бы такие вот были с ладошку, и то уже интересней. А с этих что взять? Ну, как семечки, если только солеными щелкать, как ершей. Тоже нормально. Если замутить, почистить чешую, пожарить, тоже вкусно будет, почему нет? Повозиться немножко, и нормально будет все. С любой рыбы можно приготовить вкусное блюдо. Просто с одной рыбой возни меньше, с другой больше. Мелочь она такая же вкусная, просто ее чистить дольше. Вот, оп, это уже более-менее вроде бы. Нет. Нет, нет. Просто они, некоторые идут, хвост выгибают, и как бы такое чувство, что... О, Валера тоже там руками машет. О. У него леска потолще, мормышка крупная. На серьезную рыбу. Оп. Как-то вот так. Как-то вот так. Опа. Просто здорово. Вот почему на Печоре не ловится? Вроде бы там и кислороду. Хотя хрен его знает. Сегодня
С утра, допустим, не ловилась, а может сейчас тоже ловится. Кто его знает, эту рыбу. Чтобы попасть на хороший клев, нужно каждый день ходить на рыбалку и проводить там с утра до вечера. Тогда уж точно его не пропустишь. А самый продуктивный способ — это поставить продольники, и рано или поздно они все равно отработают. Если ёрш не задолбит, белая рыба будет проплывать, их все равно хапнет червячка. Как-то вот так ловим мелкого окуня. Да, ветер не зря дует. Капитально погода меняется из крайности в крайность. Только что светило солнышко. Тут же резко набежала туча, пошел снег. И это все с ветром. Вон, видите, да? Пуржит, как вот эти снежные смерчи. Все вот это еще здесь, на озере, где вокруг лес стоит. А представляете, что творится на Печоре сейчас? А еще лучше на лесной речке. Там хоть любой ветер. Можно спокойно рыбачить в комфорте. Он тебя уже точно не достанет. Ты как за стеной, получается, за лесной стеной. Оп. Крупного окуня пока так и не нашли, но мелочевка поклевывает. Вот. 3-4 с одной лунки поймаешь. Все, затишье. Идешь к следующей. Опять 3-4. А крупного что-то так и нет. Валера, смотрю, там возле лунок тоже накидал уже с десяток. Оп. Оп. Клюет, мажет только. Мы тут, опа, вот это уже покрупнее что-то вроде бы. Да нет, блин, идет так тяжело. Буква Изю выгибается. Мы тут с Григорьевичем рыбачили. Как-то жара стояла, апрель месяц. Утки, гуси уже здесь были. Мы тут рыбачили с голым торсом, загорали, аж жара стояла, лед таял на глазах. Сюда заехали еще по снегу, а обратно выезжать, а снег растаял. Одна болотина только была. И буранку было уже не видать. Мы заблудились, в общем. На навигаторе села батарейка. Кое-как стемнело. Ну все, думал. Тут можно заблудиться конкретно в этих болотах. Ну, с Божьей помощью выехали, никуда не врюхались ни в какой колодец. А буквально уже через день или через 2 дня я уже заехал на весновку, уже на охоту. Поздно мы тогда сезон закрыли, конец апреля был. Ну, половили, это 2000, так, не 4-й, 2003, наверное, или 2-й год, не помню уже. В этом году, наверное, на закрытие сюда тоже приедем. Посмотрим. Оп. Ну вот долбит кто-то. По блесне бьет и мажет. Или чисто по бусинке бьет. Может быть, по бусинке бьет снизу. Вон какая. Опа. На спуске прямо ударил.
Ну, тебя уже можно кидать на лед. Ту же с ладошку. На жерличный ты уже не пойдешь. Это тебе не Якутия, где килограммовых окуней цепляют на такой вот тройник и ловят громадных щук. У нас таких здесь не водится. Может, бывает редко-редко. Но стандартная щука у нас от 700-800 грамм до 1,5 килограмм. Двойки, тройки уже реже. Как-то вот так. Опять вышло солнышко. Помело немножко. И опять засветило. Поймал штук 10, наверное, еще окушков мелких. Парочку чуть покрупнее с ладошку. Опа! Это тоже пойдет, наверное. В общем, ничего не меняется. То, что не... То, что клюет, это, конечно, хорошо, что ничего не меняется. А то, что нету крупного, это не очень. Так крупного и не дождались. Вот один был и все. Не знаю, Валерка. Ну, там нормальную кучку уже накидал тоже. Но красавцы прячутся. Один был с самого начала, и все на этом пока. Где-то они хорошо прячутся. Опа, вот он, вроде бы более-менее. Ого, да. Вот этот более-менее. Наконец-то. Не такой, как у Валерки, но уже интересненький. Сразу чувствуется приятная тяжесть. Тем более они выгибаются в лунке, вот так вот тормозят. Бывает даже то, что в соточку не пролезают. Оп. Нет, это не очень. Ну, такой съедобный. Уже пошло интереснее. Вот такие бы ловились. Была бы красота. Ну неужели он один был? Неужели в самом деле? Давай еще парочку хотя бы. Раз. Бей. Ну. Ну. О. Нету крупного больше. Вот. Еще красавчик. Бахнул прямо на спуске. Я даже не понял, почему блесна дна не дошла. Думал, в шуге запуталась. Может, он повыше крупный? Этажом выше.
Да вроде нет. Оп. Полметра одна где-то примерно рыба. Так. Ну, нормально пойдет. Хотя бы такие уже были. Во! Вот это кабан. Тоже на спуске взял. Вот это здоровяк, Янцкаден. Вот так вот. Подо льдом. Может, они повыше действительно, этот крупняк? Уж второго крупного заметил, что он берет выше. Оп, во-во-во-во-во-во. Еще такой же. Во-во-во-во-во-во. Во. Красавец. О, подошла стайка крупного. Вот этих уже приятно. Второй подряд. Второй подряд. Потихонечку отпускаем на дно, покачивая. Валерка решил передохнуть. Так, тоже вроде неплохой. Ну да, такой хорошенький. Вот, третий подряд. Ну чё, Валерон, как дела, а? Потихонечку. Крупный был? Не, на все мелочь. Мне сейчас третий крупный уже. А? Мне кажется, они повыше крупные. Думаешь? Да, вот сверху я заметил, отпускать еще начинаешь, они это уже сверху берут. Вот третьего подряд сейчас крупного поймал. Или просто стайка подошла. Вот такие вот уже годные, да. Да, вот 3 штуки сейчас подряд вот вытащил. Вот раз, два, три. Надолбил. А? Ведро уже надолбил почти, да? Живцов-то, ну. Я только еще отпускаю подо льдом, они уже начинают хапать. Или просто стайка подошла, дождался. Вот все были бы такие. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это ты на безмотылку? На блесну. На блесенку. Без мотылка у меня короткая леска там на удочке. Иди. Под дурачка. Ух ты, видишь, как все клунки идут, да? Это такой же почти, как у тебя первый, да? Ну да. Попробуй повыше уровень вот так. Там мелко? Да нет, это одинаково примерно. У меня вот сколько прошел, вот там один, вот сюда пришел и более-менее пошла. Он выдаил сколько здесь мелочи сначала, а потом крупный подошел. Да, ну, что 10-11 поймал. Вот, 4, даже 5, более-менее. Ну да. Я говорю, сейчас вот подряд буквально... О, все вроде один. Ну, съедобный. Хотя бы даже такие, да? Ну да. И то нормально уже. Это уже не живец. А? Попробуй на другую какую-нибудь блесенку, не блесенку. Мормышку. Возьми покрупнее. У меня еще блеснилка одна есть в чемодане. Возьми, блесну погоняй.
Большая блесна. Ну, типа того же тоже, тоже у Мишки. Но это там типа балалайки. Главное, найдешь глубину аккуратно и закрепи там вот винтель по центру, который, как глубину найдешь. Я вот одна минимум полметра, как бы вот так вот блесна должна, но выше болдна. На дне рыбы нет. На самом дне. Она даже в нижнюю камеру, когда смотрела, она в толще воды держится, в нижнюю не идет. У нас опять снегопад. На той лунке, где мы ловили, немножко затихло. Вон, кучку какую накидал. Это что, то, что покрупнее. Мелочи вон уже штук 50 есть. И поклевки продолжаются. В общем, я знаете, что решил? Мы сейчас вот эту мелочь не будем выкидывать обратно сюда в лунку, а отнесу. О, это что-то получше. Чуть-чуть получше. Отнесу-ка не сразу, конечно. Я их сначала кину в тюрьму, вернее, в садок, в ручей, на весеннюю рыбалку для жерлиц. И потом уже, когда будем закрывать сезон, всех живцов, кто останется, я выпущу по весне уже, когда уже будут забереги, когда уже озеро будет дышать, в Заморное озеро, которое большое озеро, но оно почему-то, рыба там зимой не ловится, я так думаю, оно там задыхается. И всю вот эту рыбу я выпущу в то озеро, пускай плодятся там, растут. Здесь его на этом озере и так очень-очень много кишит, а там его поменьше. Летом там есть, осенью есть, но зимой там вот так вот ловить бесполезно. Ты хоть кол на голове чеши, хоть ты на что, ни на мормышку, ни на блесну, ни на удочку, сколько я там не пробовал, рыба там зимой не ловится. И я сделал вывод, то что рыба там задыхается, озеро Заморное, а по весне оно по ручью поднимается по новой. Так вот, чтобы поднять популяцию окуня в том озере, мы с этого озера перебазируем окуней на то озеро. Хуже от этого не будет точно. То озеро раз в 10, наверное, больше, чем это. Тут окуням и так тесно, а там будет, я так думаю, самое то. Лет через 5 они подрастут, и можно будет сеточками их выловить. Или, может быть, на удочку как-нибудь осенью, если время будет, или летом. Летом тут далеко ходить, конечно, но летом и на Печоре можно неплохо окуня поймать без всяких проблем, без всяких пеших походов. Сел на лодку, поехал и с лодки надергал. А вот зимой вот такого кайфа редко где увидишь. Так что будем заниматься не только рыболовством, но и рыбоводством. Будем разводить рыбу там, где ее нет. Возьмем там, где ее много, и запустим туда, где ее нет. Как-то вот так. Так, ну давайте же еще немножечко посмотрим. Опа! Как весной хорошо ловится окунь на озере. Размер не очень, но зато качество поклевок радует.
Накидали огромную кучу окуней уже, что у Валеры там. Валерка рыбачил на мормышку. Дал ему блесенку с блеснилкой тоже от Мишки. Самую первую еще, которая. И все, процесс пошел. Тоже пошел дергать. Что покрупнее кидаем на лед. Что помельче в ведро с водой. В качестве живцов, что послужить послужат, что останется, закинем в другое озеро, где окуня заметно меньше. Он есть, но его не в таком количестве. А зимой там вообще ничего не ловится. Там есть окунь, там плотва, там есть щука, но только по открытой воде. Видать, весной заходит, а зимой вся рыба подыхает там, скорее всего. Или уходит обратно через ручей. Насколько не пробовал, ни одной рыбки там я еще не поймал. О, вот это уже чуть получше, походу. О, красавчик. Вот были бы хотя бы такие вот все. Было бы замечательно. Ну таких сколько? Штук десяток уже я точно надергал. У Валера, смотрю, тоже там неплохо. Че, Валер, крупный есть? Как-то вот так вот. Давненько мы такого клёва не видели. Ну, на первый лед, если только считать, когда опять же ловили в качестве живцов, для живцов, вернее, плотвичек, окушков мелких. Это на другом озере, там, на лугах. Опа, хороший был. Хороший был. Ушел. Чувствовался прямо вес такого хорошенького. Этот у нас жерличный. Столько жерлиц мы все равно не поставим, но если получится сохранить, выпустим. Но только уже весной, когда пойдут за береги, когда будет стопроцентная уверенность, что они не задохнутся в этом озере. Пару сотен-то, наверное, я там точно уже надергал. Смысла отпускать их я сюда не вижу. Тут и так их огромное количество. Плодятся как тараканы. Но почему-то крупных мало. Или сетями процеживают. Крупного летом вылавливают по открытой воде. Или хрен его знает что, но по какой-то причине мелочи много, крупного мало. Ну, давайте еще одного горбача. И хватит, наверное, снимать одно и то же, я так думаю. Интересно, в этом мало. Самое интересное, пожалуй, рыбалка — это ловить окуня на блесну. На блесну, на балансир. Особенно, когда крупный ловится. Да хоть и мелкий, все равно интересно. Ну и хариса, конечно же, когда он бьет, когда он с аппетитом. Но почему-то сегодня на Печоре ловиться он не хочет.
Так, пойдем глянем, чем там Валерка занимается. О, накидал кучу окуней тут возле каждой лунки. Ну как, на блесну интереснее пошло? Быстрее, да. О, пару горбачей взял, да? Да, да. Более-менее. Хорошенький, вот это тоже нормальный третий. На той же глубине, что было, да? Ничего не трогал? Я ничего не трогал. Ну, я говорю, там одна где-то метра полтора даже получается. Ты даже, смотрю, получается у тебя в рукавицах работать, да? Ну, по очереди, да. То одну руку согреет, то другую. У меня тоже руки что-то... Такое ощущение, что ветер это... Холодать начало. Да, 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 ветер усилился. Ветер усилился. На Печоре вообще труба, наверное, да? Что, не пойдем, наверное, больше туда, да? Я как подумаю, с червячками там возиться, жопа, блин. Надо дождаться, пока ветер стихнет. Ну да. Ладно, подергаем. Я уже ведро уже не кидаю, там уже, не знаю, штук 200-то, наверное, точно накидал живцов. Ветер, ветер, ветерочек. А чё ты парку не одеваешь? Так, не зря говорят, Валер, что то, что рыбаку хреново, рыбе хорошо. В общем, пока дул ветер, пока насквозь продувало и было холодно, рыба ловилась. Ветерок только-только стих и резко обрубило, что у Валеры, что у меня поклевки резко прекратились. И мы решили посмотреть, как раз солнце пока не светит, в камеру Калипсо прямо сверху донизу. Так, включаем. Давайте вместе посмотрим. Включаем. Включили запись. Так, смотрим. Прямо плавненько сверху вниз будем смотреть, где прячется наш окунь. Да, много здесь не посмотришь. Видимость 0. Некогда нам. Блин, вообще некогда. Как вовремя вы всегда звоните, это... Еще и номер какой-то неопределенный. Мошенники хреновы. Так. Вообще ничего не видно. Подсветку включить. А? Подсветку включить может. Ну придется, потому что вообще ничего не видно. Вообще ничего не видно. Вообще ничего не видно. А, во время записи что? Наверное, не переключается. Ну да. А нет, переключилась. Так, это у нас дно. Куда окунь-то делся? Его только что было километр. Стало 2 километра. Где вы? Видишь, прошлый год смотрели, снега не было на льду. Солнце светило, лед был тоньше немного, и было хорошо видно. А сейчас ничего не видно, никого. Охренеть, куда они делись? Как по команде ушли, что ли, куда-то? Надо, пока ловилось, тогда было смотреть, да? Нету? Блин, если бы этой кучи на льду не было, да, докажи потом, что... А и холодает, холодает на глазах. Нету никого. Странно. Только что здесь дергали рыбу, и рыбы нету.
Так, ладно, выключим подсветку. Все. Не, вообще ничего не видно. Ну нет, таки нет. Весной посмотрим, когда лед будет тоньше. Пока видимости 0. Выключаем. Так, ну вот, собрали мы всю рыбу. Замерзли, потому что холодает уже. Мороз крепчает и крепчает. В общем, получилось ни много ни мало. Ну вот такая вот могучая кучка. Примерно, ну, ведра 1,5 здесь рыбы получается. Есть приличные экземпляры, есть средненькие. И тут вот, не знаю, довезем, не довезем. Мелочи где-то около 200, не меньше штук. Это сейчас я закину в садки для рыбалки на жерлице. Вот. Если получится сохранить, порыбачим. И остальное, уже замерзает камера, отпустим потом в другое озеро. Так что все, завис. Поставил последнюю батарейку. GoPro вообще не хочет работать на морозе. GoPro от слова Go, ну вы сами поняли, да? В общем, на чем мы остановились? Наловили вот столько окуней, наловили вот столько живцов, около 200. Что пригодится, если сохраним, потратим на рыбалку на жерлице, остальное выпустим в другое озеро. Все, от души порыбачили, от души намерзли с таким ветром и с холодом. Середина марта, где-то уже стреляют гусей, а у нас еще зима. Так что тепло у нас немножко было, видели, как снег съело, это уже хорошо, рыбачить комфортно. Что, Валер, как рыбалка, понравилась? Супергуд, было бы теплее еще немножко, да? Было бы вообще здорово. Приедешь еще? Ну все. Так что не прощаемся надолго, как немножко потеплеет, мы опять сюда приедем. Тут хоть клюет. На Печоре пока не ловится. Все. Всем спасибо, друзья, за внимание. Всем пока и до новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.